Здравствуйте! Доброе утро! Как быстро летит время. Казалось, только-только началась новая трудовая неделя, а уже вот ее середина. Сегодня среда, 25 марта. Мы, Рустам Кремулин и Асоль Мухамедянова, рады приветствовать вас на нашем канале и спешим поздравить всех работников культуры с профессиональным праздником. Поздравляем всех-всех деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия нашей великой и прекрасной страны. Мы начинаем нашу программу. Не только от морщин, исправляем нос ботоксом. Награды героям. Узнаем историю ордена Кутузова. Культура нашей страны складывалась на протяжении многих веков, объединила уникальные традиции и достижения многих народов. Сегодня она является богатейшим общенациональным достоянием. Благодаря работникам культуры миллионы людей имеют возможность любоваться произведениями живописи, скульптуры и кинематографии, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и танцевальным искусством. Давайте посмотрим сюжет. Мода на этностиль пришла к нам еще в 60-х годах, когда молодежь была помешана на стиле хиппи. Этностиль стал невероятно популярным, к примеру, благодаря своим рисункам и фасонам в одежде. Эксперименты в области этники подхватили и фотографы. Виктор Брик – один из тех фотохудожников, кто не смог пройти мимо этого направления. В детстве много провел в деревне, в Чувашской, и, в общем-то, тогда еще это было, деревня была достаточно, недостаточно, она процветала, и все, в общем-то, деревенские традиции, их можно было увидеть вживую. Существует этническая, этнологическая фотография и тревел-фотография. Этническое фото отражает взгляд путешественника, чужестранца. Этнологическое фото отвечает на вопросы, как устроена чужая жизнь, каковы ее бытовые приметы и как они будут развиваться во времени. Я стараюсь делать какие-то ситуационные съемки, то есть придумываем какой-то сюжет, придумываем какой-то и делаем съемку, как будто это кадр из какого-то фильма. Не выходя из дома, казанский фотохудожник Виктор Брик создает впечатляющий иллюзорный мир. Композиции, созданные им, это удивительные коллажи из подручных средств. Его работы лиричны и полны ностальгической грусти. А Виктор, конечно, уникальный человек, уникальная творческая личность, очень тонкий, очень ранимый, очень такой трепетный человек. Он и к творчеству своему относится также с большим трепетом и с большой приверженностью, и даже, я бы сказала, с большой ревностью. А если вы решите поучаствовать в фотосессии в этническом стиле, выбирайте самые яркие наряды, богатые рисунками и росписями. И не бойтесь переусердствовать, потому что любой национальный костюм – это шедевр. Пройдя через сито времени, он сохраняет лучшие элементы и детали. Предстоящий столетний юбилей со дня образования ТССР прошел красной нитью через все туры впервые прошедшего конкурса «Миссис Татарстан». Сегодня, когда схлынули все эмоции от конкурса, организаторы и его победительницы готовы оценить, как он прошел, мы пригласили к нам в эфир Изольду Сахарову, президента общественной организации «Мисс Татарстан», Гульнару Сиразиеву, «Миссис Татарстан-2020» и Розу Булатову, обладательницу титула «Вторая вице-миссис Татарстан-2020». Доброе утро, рады видеть вас у нас. Доброе утро. Нашу прекрасную студию. Во-первых, Изольда Генриховна, позвольте вас поздравить. Впервые все это состоялось, прошло, и хочется, отметить этот момент. Конкурс прошел, как мы знаем, отлично. И знаете, как мы видим, можно отлично. Я вас поправлю? Да. Мне не нравится слово «прошел», состоялся. Состоялся. Давайте так и будем отныне говорить, состоялся. Расскажите, как отбирались участницы, сколько их было, из каких районов Татарстана?
Два отборочных тура было. У нас шли по республике, присылались анкетные данные и, значит, вопросники. Это был заочный тур. И потом очный. Девушек приглашали к нам в дирекцию и долго беседовали, расспрашивали, да, то есть приходили все такие напыщенные и успешные дамы, но мы говорили, что нам этого не нужно, нам нужны настоящие абсолютно женщины, которые без всякой фальши могут быть красивыми, успешными, легкими, спокойными и уверенными в себе. Жены и мамочки. Собственно говоря, из 63, по-моему, да, конкурсанток были отобраны 12 наших финалисток, которые вышли вот 16 марта на сцену в Корстене представлять уже республику вот в нашем новом проекте «Миссис». Прекрасный проект. И вот да, как-то так случилось, но я думаю, что все случайно и не случайно. Мы посвятили этот проект именно столетию нашей республики, потому что как же наша республика без наших прекрасных женщин в любые годы, то есть они несли на своих хрупких и нежных плечиках большую ношу, и они умеют это делать, и делают это красиво, и делают это изящно. Очень. Да, вот обращусь к нашим девушкам в коронах, к нашим дамам. Девушки, какие у вас впечатления от конкурса? Трудно ли было готовиться? И, наверняка волновались очень сильно. Ну, конечно, это волнительно. Безусловно, как любой конкурс. Так. Готовиться было очень интересно. На самом деле, это был очень захватывающий процесс именно подготовки. И неделю, которую мы провели уже в такой интенсивной подготовке, где нас учили ходить, нас учили подавать себя. У нас было очень много мастер-классов. Изольда Генриховна нам столько информации дала, полезной для жизни. Я вообще считаю, что это была такая школа, которую мы надолго запомним, да, и очень много мы оттуда вынесли уже в жизнь, в свою ежедневную. Звучит как-то это надолго запомним. Нет, в хорошем смысле, конечно же. Как То есть, да, поддерживали, это да. такие впечатления, которые никогда не забудутся. Ну, конечно, без поддержки родных и близких, мне кажется, сложно было бы участвовать в этом конкурсе. Все же вы жены, мамочки. Расскажите. Вот, Роз, давайте вас спросим. Самое трудное было, конечно, решиться на этот шаг. И действительно поддержка родных и близких – это ключевой был момент. И настолько сплотилась семья. В момент подготовки надо было и визитку снять, и творческий номер. И вот... Ох, а что сложного было? Скажите, вот вы сейчас сказали, вся семья подключилась. Что самое сложное у вас было? Самое сложное успеть. Вот для меня, во всяком случае, так. потому что прям в последние моменты я подала заявку, и надо было мобилизоваться. И Тайм-менеджмент? Да, вспомнить все свои достижения. Вот, и утром уже надо убрать было... немножко амбиции, потому что это мешало, конечно. Да. Было такое, да? Дело в том, что все состоявшиеся дамы, да, то есть, более того, наш конкурс называется «Красоты и успешности», поэтому они, кроме того, что у них семьи, дети, они занимаются бизнесом, они социально активны, и каждый из них представляет, каждая из них личность. И когда здесь пришлось выйти, что называется, из зоны комфортности и попасть в другую среду, было у многих такое удивление, и очень многие хотели сойти с дистанции. Конечно, потому что уже пришли победительницы, да, победительницы уже пришли, а тут надо объявлять. Даже дело не в конкуренции, а просто, то есть другая среда. В другой сфере они себя чувствовали уверенными, убедительными, а здесь ведь все-таки сцена – это другая история, и даже наши ведущие замечательные, то есть несмотря на то, что столько лет, коллега. да, и в эфире, это совсем другая история на самом-то деле, когда надо выйти. Это такой тренинг, вот я по второму образованию психолог, и с уверенностью могу сказать, что это самый лучший и действенный тренинг в моей жизни. Мощно. Это 100%. Это очень Испытанный здорово. на себе. Испытанный на себе. Ну, я думаю, да. все с вами можем уже сейчас даже понять, что такое вступить в новый мир. Да, вчера мы с вами выходили на улицу, а сегодня зима опять пришла. У нас мир меняется постоянно, так что вы, я думаю, это ощутили. Весна пришла все равно. Все равно. Да, и с Вот нашим как минимум к нам в конкурсом, студию. Да, Смотрите. конечно. И в нашей студии сегодня, я не знаю, только птичек еще не хватает, которые бы запели. Они у Это нас, очень кстати, красиво. следующие гости, птички, мы будем с ними разговаривать. Итак, лучшие из лучших определены. Что ожидает девушек впереди?
Но надо сказать, что наше жюри было очень представительным, и были представители российских и международных проектов, и многие девушки и победительницы, и еще вообще из финалисток были девушки приглашены на эти проекты. Так. Да, их перечислить, там их бесчисленное множество, да, то есть этих проектов, которые проводятся. И я думаю, что девушки, ну, первый конкурс, который вот мы обозначим, то есть он должен состояться в апреле в Сочи. Да. Будем надеяться. Да, мы очень надеемся, но нас убеждают, что все будет хорошо. С 26 уже апреля должна начаться подготовка финальная, да, к этому конкурсу. И думаю, что наши девушки достойно представят именно в этом конкурсе. Но в дальнейшем будут проекты с названием «Миссис». И «Миссис» там и планеты, и интернешнл, и вообще и окрестности планеты. Спасибо вам большое, да, что пришли к нам. Мы желаем вам только успехов. Слушайте, мы надеемся, что обязательно состоится этот конкурс и все последующие. Возможно, это станет основным двигателем того, что у нас скоро все, что происходит в стране, нормализуется, и действительно красота спасет мир. Да. У нас будут короны без всяких вирусов. Вот это да. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. И всегда с удовольствием с вами увидимся еще. Спасибо большое. Еще раз с победой вас, всех без исключения. Ну а мы продолжаем. Да, и мы продолжаем программу «Гороскопом на сегодня». И вначале общее предсказание. Это будет благоприятный день для любых рабочих начинаний и деловых решений, а также для поддержания своего боевого настроя. А прогулки на свежем воздухе станут логичным завершением дня. А теперь предсказание для каждого знака зодиака. Овны, сегодня вы как никогда настроены идти на компромиссы, чем порадуете своих оппонентов, да и вам самим понравится такой метод решения проблем. К сожалению, вас может подвести интуиция. Звезды благословляют сегодня тельцов на разрушение стереотипов. Представители этого знака зодиака будут буквально выкручиваться, чтобы все успеть. Но время, как заколдованное, все-таки идет против них. Как бы ни захотела жизнь покрутить близнецами, они все равно волшебным образом будут оказываться сверху. Если чувствуете, что имеете над кем-то власть, не переусердствуйте в своем командовании. Мелкие проказы раков будут умилять близких им людей. Сегодня не стоит никого критиковать, потому что ваша критика может дойти не к тому, кому следует. И еще, почтительно выслушайте все, что будут говорить ваш адрес, но не зацикливайтесь, пожалуйста, на этом. Львы, сегодня не надейтесь на желанную тишину. Ее не будет. Это отличный день для того, чтобы всей семьей придумать собственные традиции. Желательно узким кругом. Девы сегодня могут случайно сказать что-то такое, что перевернет чью-то жизнь с ног на голову. Но переживать по этому поводу не стоит. Позже вам скажут за это спасибо. А остальным знаком зодиака звездные предсказания придется немного подождать. В конце программы мы обязательно их озвучим. А пока сменим тему. В этом году мы будем отмечать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И наш телеканал запустил большой проект «Письма героям». Напишите письмо своему погибшему на той войне предку, деду, прадеду, любому родственнику. Расскажите, как сложилась ваша жизнь, как вы благодарны за его ратный труд, как мы бережно храним память о каждом, кто приблизил победу в Великой Отечественной войне. Как живут и радуются мирному небу над головой ваши дети. Напишите, почему вам так важна эта победа, которую подарил вам солдат, погибший много лет назад, и почему мы все не должны забывать те суровые дни. Письма принимаются в любом виде. Вы можете прислать их на адрес телевидения, индекс 420-095, город Казань, улица Шамиля Усманова, дом 9, с пометкой к 75-летию Победы. Или по электронной почте 9mail@tnvtv.ru. Пишите нам. А мы продолжаем рассказывать вам об орденах и медалях, которыми награждали героев Великой Отечественной войны. Сегодня поговорим об ордене Кутузова. Выпуклая пятиконечная звезда с исходящими лучами. В ее центре круглый медальон с изображением Кремлевской стены и Спасской башни, частично перекрываемые профилем Михаила Кутузова и одноименной надписью. Все это орден Михаила Кутузова. Награда первой степени, изготовленная из золота. Вторая и третья степень – это серебряные ордена. И отличие ордена Кутузова второй степени от ордена Кутузова третьей степени, во-первых, в размере он больше. И, во-вторых, здесь вот над Спасской башней красная звездочка, эмалевая звездочка. А орден Кутузова третьей степени, он почти такой же, только, значит, здесь круг
не эмалевый, а полностью серебряный, и нет этой красной звездочки. Орден Кутузова был вторым по старшинству полководческим орденом. Орден Кутузова первой степени могли получить командующие армиями, фронтами. Ордена Кутузова второй степени получали командиры корпусов, дивизий. Орден Кутузова – это полководческая награда. В отличие от ордена Суворова, он вручался за хорошо разработанный и проведенный план операции – фронтовой, армейский, либо отдельного соединения, в результате которого противнику было нанесено тяжелое поражение. В нашем музее хранится 2 ордена Кутузова, и они принадлежат Гани Бекинучу Сафиуллину. Первый орден Кутузова получил в 1943 году. За что он был награжден? Он был награжден за бои под Сталинградом и за освобождение правобережной Украины. Но орден Кутузова вручался не только командующим. Исключением стало награждение полководческим орденом промышленных предприятий в 1945 году за их значительный вклад в разгром фашистской Германии. Всего же орден Кутузова вручался более 7 тысяч раз. И это не предел, так как он, несколько видоизменившись, перешел в наградную систему Российской Федерации. Еще одна юбилейная дата этого года – столетие образования ТАССР. Мы в постоянной рубрике «День в истории» вспоминаем важные события, которые знаменовали тот или иной день. Сегодня 25 марта. В 1901 году в этот день родилась Гульсум Камская, Ильясова, актриса Татарского государственного театра имени Камала, народная артистка ТАССР, заслуженная артистка РСФСР. В этот день, в 1939 году, на базе калориферного производства был создан завод теплообменных приборов. Тогда на нем работали 170 человек. Элекон работает и сейчас. 25 марта 1964 года был образован рабочий поселок городского типа Джалиль. 25 марта 2001 года Ментимир Шаймиев переизбран президентом Татарстана на 3-й срок. А в этот день, через 4 года, Государственный совет Республики Татарстан наделил Шаймиева полномочиями президента Республики Татарстан по представлению президента Российской Федерации Владимира Путина. 25 марта 2010 года Рустам Минниханов принес присягу и официально вступил в должность президента Республики Татарстан. На сайте популярного одного англоязычного онлайн-словаря появилось новое слово для обозначения людей, которые ринулись массово скупать продукты питания в магазинах из-за угрозы распространения коронавируса – ковидиот. Хотя не все достойны такого неологизма. Сейчас мы предлагаем вам подборку того, как в разных странах живут люди в условиях пандемии коронавируса. Некоторые примеры того, как люди не унывают, достойны внимания. В кондитерской в немецком Дортмунде нашли способ привлечь клиентов в разгар пандемии коронавируса. На прилавках появились рулоны туалетной бумаги, которые использовать по назначению не представляется возможным. Они сделаны из бисквита и сливочного крема. Небольшие мраморные торты пекутся на потеху публике. Мы хотели привнести немного юмора и веселья. Это было воспринято покупателями очень хорошо. Бисквит для новых тортов выпекается в жестяных банках. Затем его покрывают сливочным кремом и липкой помадкой, которая делает торт похожим на рулон туалетной бумаги. Первую пробную партию тортов из 8 рулонов раскупили за 2-3 минуты. Теперь тортов уже несколько сотен, а покупатели думают, что это отличная идея. А в Китае молодой отец сконструировал для своего ребенка защитную капсулу, чтобы обезопасить малыша от коронавируса во время прогулок. Экипировка состоит из самой капсулы, фильтра и вентилятора давления. На особом датчике показывается частота очищенного воздуха. Заботливый отец также позаботился о том, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноко, будучи изолированным. Папа всегда может прикоснуться к малышу через специальный отсек с перчаткой. Так как мне нравятся научно-фантастические фильмы и игры, форма защитной капсулы похожа на аналогичную, которую я приметил в игре. Благодаря защитной капсуле семья Цао может насладиться прогулками, несмотря на распространение коронавируса.
На днях в социальной сети появился необычный флешмоб. Разноцветные огоньки озарили десятки американских улиц в знак надежды на то, что коронавирус скоро отступит. Рождественские гирлянды украшают дворики и дома неравнодушных граждан. Такую идею предложил журналист Лейн Гриндл. Идея пришлась по душе фолловерам Лейна, а потом и остальным пользователям социальной сети. В ответ на сообщение журналиста люди начали публиковать фотографии своих обновленных участков. А вот один из супермаркетов в Дании показал простой трюк, как остановить таких скупщиков-паникеров. Здесь в качестве эксперимента возле средства для дезинфекции рук повесили ценник. 1 бутылка 40 крон, 2 бутылки 1000 крон за каждую. Это очень хороший ход. За несколько дней с момента нововведения лайфхак доказал свою эффективность. О дефиците этого товара в магазине забыли. И теперь пользователи соцсетей предлагают ввести такие же ценники для туалетной бумаги и товаров первой необходимости. Ну а что, если работают? Ну да, конечно. Ну а мы меняем тему и предоставим слово детям. Сейчас школьники в стране находятся на каникулах. И по рекомендации врачей вынуждены большую часть времени проводить в домашних условиях. Да, вот как малыши. Давайте послушаем, как они рассуждают о том, что такое подушка. Мы расскажем про подушку. Подушка – это постельное белье, а если бы не было подушки, то болела голова и были бы синяки. И плохие сны. Постель должна мимо одна подушка быть. А если ты любишь мягкая, то ей даже можно положить подушки, либо всю кровать сделать из подушек, когда тебя никто не увидит. А если только по голосу и по руке? На подушке можно лежать, спать и лежать, потому что она мягкая, а пол из бетона. Ей можно кидаться, потому что она мягкая. И зато и не будет тишки. Подушка нужна, чтобы спать. И ложишься, и быстро засыпаешь. А еще у нас не было подушки, мы не увидели ни одного сна. А если залезет в подушку котенок, то все подумают, что это ходящая подушка. Подушка называется подушкой, потому что с ней все любят обнимать, спать с ней. Без подушки спят только птицы и мыши. А если куклу положить спать без подушки, то с ней ничего не будет, потому что она просто кукла. Подушка всегда мягкая, а у меня чуть-чуть твердая. Она нужна, чтобы можно было летать в самолете или спать в кровати. Подушка для самолета маленькая и круглая, а для кровати она большая и квадратная. Ее придумал человек, который делает матрасы, одеяла и подушки. А в будущем подушек заменят листики и палочки, а листики от пальмы. Крупнейший издатель учебников просвещения на время карантина открыл бесплатный доступ к своим электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в федеральный перечень. Доступ распространяется на сам учебник и специальные тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний. А наша программа продолжает давать советы родителям по воспитанию. Очередная порция советов будет касаться вредных фраз, которые, возможно, кто-то употребляет в общении с детьми. Задумывались ли вы, как на самом деле влияют на детей самые привычные и безобидные на первый взгляд фразы? К сожалению, многие из них не приносят ничего, кроме вреда. В этом выпуске мы решили разобраться, какие фразы нельзя говорить ребенку за столом.
«Не съешь – не получишь конфету». Согласитесь, эта фраза звучит как угроза, и именно так ее расценивает ребенок. Забота родителей о здоровье своего чада воспринимается им как лишение радости за провинность. Просто объясните малышу, почему сладкое полагается есть после еды. В противном случае у него может сформироваться привычка заедать проблемы или награждать себя сладостями. Не привередничай, ешь. Этой фразой мы незаметно навешиваем на ребенка негативный ярлык просто за то, что его вкус не совпадает с вашим. Конечно, тут речь не идет о простых капризах и о детях до 4 лет. Если ваш малыш достаточно взрослый, спрашивайте его, что он хотел бы на обед или ужин, и прислушивайтесь к его желаниям. «Съешь еще» – одна из самых опасных фраз, которая может привести к расстройству пищевого поведения, перееданию и, как следствие, проблемам со здоровьем. И дети, и их родители должны понимать, что прием пищи – это биологическая потребность, но никак не обязанность. Поэтому позвольте ребенку самому определять, сколько ему нужно съесть, чтобы насытиться, а после еды просто напомните ребенку, через какое время будет следующий прием пищи. Не ешь это. Каким бы ни было ваше отношение к тому или другому продукту или блюду, никогда не навязывайте его своему ребенку. Не стоит говорить эту фразу малышу, даже если вам кажется, что это не в его вкусе. Дайте ему возможность попробовать что-то новое. Конечно, исключением являются ситуации, когда еда слишком острая или горькая, но в этих случаях лучше сказать по-другому, чтобы негативная оценка блюда не отложилась у ребенка в подсознании. Ты должен это попробовать. Если вы действительно хотите, чтобы ребенок съел то, что вы ему предлагаете, например, овощи, просто скажите: «Мы с папой очень любим это блюдо, но если тебе не понравится, не ешь». Или найдите тот способ приготовления тех же овощей, который придется ребенку по вкусу. Ученые из Барселонского университета провели ряд экспериментов и выяснили, что собственное тело выглядит для людей более привлекательным, если они смотрят на него с точки зрения другого человека. Исследователи считают, что такой взгляд со стороны может заставить людей пересмотреть свои негативные убеждения относительно собственного тела и более объективно воспринимать самих себя. Но это не должно вас останавливать, следить за собой и заниматься спортом. Занимайтесь физической культурой с удовольствием. Чтобы живот был плоским, нужно правильно питаться и выполнять специальные упражнения для пресса. Наш комплекс состоит из 4 упражнений. Тренируйтесь каждое утро, и очень скоро вы увидите результат. Подъем таза с выталкиванием ног вверх. Исходное положение. Лягте на спину. Положите руки вдоль корпуса. Ноги согните в коленях под углом 90 градусов. На выдохе оторвите таз от пола, одновременно подняв ноги вверх. Оторвите ягодицы и округленную поясницу от пола. Следите за тем, чтобы упражнение выполнялось за счет напряжения пресса. Задержите ноги в верхней точке. Старайтесь не расслаблять мышцы живота. На вдохе плавно вернитесь в исходное положение. Не бросайте ноги и таз на пол. Выполняйте упражнение в 4 подхода по 20 повторений в каждом подходе. Скручивание по диагонали. Исходное положение. Лягте на спину. Напрягите брюшные мышцы. Оторвите плечи от пола и поднимите корпус по направлению к правой ноге, согнутой в колени под углом 90 градусов. Затем вернитесь в исходное положение и повторите подъем. При этом старайтесь достать левой рукой до носочков прямой правой ноги. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение на левую ногу. Выполняйте упражнение в 4 подхода, по 30 повторений в каждом подходе. Классические скручивания с акцентом на косые мышцы живота. Исходное положение. Лягте на спину. Ноги согните в коленях под углом 90 градусов. Ступни на полу, руки за головой. На выдохе оторвите лопатки от пола, максимально напрягая мышцы живота. На вдохе плавно вернитесь в исходное положение. На выдохе правой рукой тянитесь вдоль правой ноги к ступне. Повторите упражнение на левую сторону. При скручивании не отрывайте поясницу от пола. Выполните упражнение в 4 подхода по 30 повторений в каждом подходе. Скручивание с выпрямлением туловища. Исходное положение. Лягте на спину, поднимите ноги, согните их в коленях, бедра должны быть перпендикулярны полу. Руки расположите перед собой. На вдохе опуститесь на пол, выпрямите ноги и руки, но не дотрагивайтесь ими до пола.
На выдохе сделайте скручивание. Оторвите лопатки от пола усилием мышц пресса. Выполняйте упражнения в 4 подхода по 20 повторений в каждом подходе. О коррекции фигуры рассказали. Теперь поговорим о том, каким безоперационным путем можно подкорректировать недостатки лица. На помощь может прийти ботокс, носик вашей мечты. Без наркоза, сложной операции, отеков, гипса, синяков и долгого периода восстановления всего за один сеанс у косметолога. Редкий человек доволен своей внешностью на 100%. А какая женщина не мечтает о красивом, изящном носике? Кому-то не нравится длина, кто-то недоволен формой, а другие пытаются избавиться от врожденных дефектов. Большинство этих проблем можно исправить без ножа пластического хирурга. Так, у вас горбинка носа, еще плюс асимметрия, то есть нос, он идет в одну сторону, то есть он не прямо идет. Это все можно, естественно, исправить с помощью косметологических процедур. В отличие от ринопластики, безоперационная коррекция проводится без использования общей анестезии. Риск для здоровья, который всегда есть при использовании общего наркоза, в данном случае исключен. Мы с помощью гиалуроновой кислоты можем исправить ваш носик. Он будет полностью гармоничный, полностью симметричный. И это будет очень красиво на вашем лице и гармоничным. Мы колем над горбинкой и под горбинкой носа. И нос мы выравниваем. Каждый носик, он индивидуальный. И нужно смотреть, где мы восполняем объем, чтобы нам скорректировать асимметрию. То есть, когда нос смотрит либо влево, либо вправо. Формируется носик 2 недели. В течение 2 недель мы будем смотреть, нужно нам потом еще препарат или нет. После процедуры нельзя баня, сауна, солярия, а потом все можно. И ношение очков в течение недели тоже нежелательно. Противопоказанием к данной процедуре является это лактация, беременность, гепатит ВИЧ, туберкулез, также гемофилез и заболевания крови, инфекционные заболевания. Реабилитационного периода не требуется. Сразу после процедуры вы можете вести свой привычный образ жизни. Посмотрите, какой результат. Здесь горбинка выпрямлена, носик приподнялся, асимметрии уже нет, он прям прямой. Филлер – это синтетический гель, основу которого составляют кальций или гиалуроновая кислота. Такой гель – своего рода имплантант. Он абсолютно безопасен для организма человека. Меняем тему. Сегодня слово «фондю» мало у кого вызывает недоумение. После довольно продолжительного периода забвения, нашумевшее в 50-х, а позже в 70-х годах, швейцарское блюдо снова в моде. Да, вы наверняка наслышаны о фондю и различных способах его приготовления, или уже пробовали его в гостях, у друзей, в кафе, или даже успели сами поколдовать над приготовлением фондю в домашних условиях. Если же нет, вот вам рецепт его приготовления. Записывай. Итак, для нашего шоколадного фондю нам понадобится всего 2 ингредиента. Это сам шоколад, в нашем случае темный, и жирные сливки, у нас 33%. Важно сказать про шоколад. Чтобы у вас получилось очень вкусное и насыщенное фондю, важно использовать качественный шоколад. Так что не скупитесь в этом моменте, иначе, если вы купите более дешевый шоколад, он может у вас свернуться и испортит вам фондю, и придется заготовить все заново. Что мы будем сейчас делать? Мы добавим наши сливки в сотейник, добавим туда шоколад, соответственно, поставили на огонь и будем перемешивать до получения однородной консистенции. Наше фондю готово. Получилось оно вот такой вот
консистенции, пахнет оно очень вкусно. И вы, наверное, уже заметили наше вот такое вот приспособление. Это и есть фондюшница, которая поможет нам сохранять наше фондю и вот или горячий шоколад в жидком состоянии. Основной плюс, скажем, вот такой фондюшницы в том, что она мобильна. Вы можете ее установить где хотите, в центре комнаты, сесть вокруг с друзьями, на природе, в любом удобном для вас месте. В этом, наверное, есть ее основной кайф, что можно собраться с друзьями, наслаждаться разными фруктами, макая их в шоколад и обсуждая разные темы. Мы как раз, наверное, с вами сейчас и попробуем. У нас есть фрукты, есть сладости, это зефир, пастила, все что угодно. Если пастухи макали только черствый хлеб, то у нас с вами огромный выбор. Я попробую, наверное, и зефир, и фрукты. Так, начнем с небольшого кусочка. Накалываем. Макаем. И наслаждаемся. Считается, Ассоль, что чай в Поволжье привезли еще монголы, когда завоевывали Великую Булгарию в XIII веке. Но по-настоящему этот напиток закрепился в XVII веке, когда Российская империя наладила торговые связи с Китаем. Татары всегда пили чай очень горячим, практически кипящим. Эта традиция сохранилась и сегодня. Молоко в чай тоже было принято добавлять подогретым, чтобы температура в чашке оставалась высокой. Эх, вкусно, да? Ведь о других традициях татарского чаепития прямо сейчас. Доброе утро, друзья! С вами Гульнара Махмутова, и мы открываем новую рубрику «Этикет». Что же такое этикет? Нужен ли он обычным людям или же это удел избранных? Асия, я знаю, что искусству этикета вы обучались у хранителя традиций дома Романовых. Да, я обучалась у Ивана Сергеевича Артишевского. Это официальный представитель дома Романовых у нас в России. И хранитель, на самом деле, таких исторических фактов и некоторых даже тайн. Но сегодня мы будем говорить об этикете татарского чаепития. С чего начнем? Чай изначально впервые в России появился именно в Казани. И затем уже из Казани он распространился по всей России дальше. Появился чай в Казани в 17 веке, в 70-х годах 17 века. Чай не покупался, чай обменивался. И поэтому в Казань стекались все торговцы с пушниной, чтобы потом уже из Казани заказать чай, именно караваны с чаем. А караваны шли очень долго в то время, где-то год. Представляете, целый год ждать своего чая. По сути, этикет – это правило, так? Этикет – это общение. И чаепитие включает общение в себя тоже. То есть это своего рода, как мы не только пьем чай и общаемся, а как мы еще себя позиционируем, как мы пьем чай, как мы держим кружку, как мы считываемся при этом. То есть это тоже определенная игра свой-чужой. Давайте поговорим о современных правилах и традициях татарского национального чаепития. Наверное, начнем с посуды. Из чего принято пить чай, какую посуду использовать? Пиалы – дань уважения традициям. В современном мире мы пьем чай из чашек. Немаловажно то, что если мы предполагаем, что это фарфоровая чашка, то мы не просовываем сюда палец. Чашку мы держим только так, с блюдцем. Если у нас низкий чайный столик. Нужна ли ложка в современном татарском чаепитии и как правильно она должна лежать? Ложка, несомненно, нам нужна. И если мы говорим про уже современный татарский этикет и современное перекликание с европейским этикетом, то ложка у нас кладется вот так сверху, под правую руку. Какая еще посуда использовалась? Молочник, сахарница. Затем специально была пиала для варенья. Если подавалась, да, небольшая. Для сухофруктов тоже было. Но, наверное, самое главное, что было на столе, это самовар и заварочный чайник. Мы практически все традиции соблюли. Самовар у нас есть, чайник тоже. Я предлагаю начать наше вкусное чаепитие. Как приятно быть гостем на татарском чаепитии у консультанта по этикету. Позвольте, я за вами поухаживаю. Самое интересное, что чайники заварочные раньше находились на самоваре, да, чтобы температура заварки была оптимальная.
правильно взять урюк чернослив ложкой или руками? Раньше брали руками. И даже сейчас, если вы будете брать из общей тарелки даже кусочек сахара, то вы рукой аккуратно берете так, чтобы не задеть другие кусочки сахара. То же самое могу вам порекомендовать и с сухофруктами. Заварку мы наливаем немного, так, чтобы у нас сама чашка была не полностью налита. Так я тоже даю вам понять, что я хотела бы в гостях вас видеть на дольшее время. Если я налью полную чашку, это значит, что вы понимаете, что я тороплюсь. Угу. Берем и наливаем в самовар. Ася, спасибо большое за интересную беседу. Обязательно продолжим раскрывать секреты татарского чаепития в следующей программе. Ну а сейчас пожелаем телезрителям отличного настроения, хорошего дня. Хорошего дня, до встречи. Жителям Казани давно полюбилась ежегодная молодежная акция «Мин татарша селешам». Я говорю по-татарски, традиционно проходящая на улице Баумана в день рождения Тукая. Пока верстался новый номер журнала «Идель», стало известно, что в этом году концерт пройдет в онлайн-формате. 26 апреля активисты движения организуют многочасовой марафон с выступлениями артистов, репортажами из других стран, интервью, вручением призов. Об отмене акции не может быть и речи. А происходящие события ребята воспринимают как челлендж, который нужно выдержать с честью. Пожалуй, самый популярный татарский композитор современности Ильмир Низамов ежедневно успевает очень многое. Пишет новую музыку, репетирует, записывает. Журнал «Идель» провел с Ильмиром целый день и многому у него научился. Кто-то боится черной кошки, а кто-то верит только в себя. Популярные молодые писатели Сюмбель Гафарова, Альбина Нури и Денис Осокин поделились с читателями очередного номера «Идели» своими счастливыми писательскими приметами. В Татарстане успешно реализуются меры поддержки молодых студентов и молодых ученых, специальные стипендии. Правительство Республики Татарстан, гранты и конкурсы. Аспирант КФУ Тимур Абсалямов на страницах нового номера «Идели» расскажет о том, как стипендиальная поддержка изменила его жизнь. Лидер самого веселого ансамбля на планете Армен Григорян любим и молодыми людьми, и их родителями. Несмотря на то, что ближайший казанский концерт Григоряна перенесся на неопределенный срок, у читателей журнала «Идель» есть уникальная возможность насладиться искрометным юмором исполнителей и узнать много нового о тайнах рок-закулисья. А мы встречаем главного редактора газеты «Сувар» Ирину Трифонову, чтобы разузнать, что нового это издание представит читателям. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии. Итак, что смогут прочитать читатели вашей газеты в новом номере? Расскажите, пожалуйста. Мы стараемся сделать нашу газету интересной, чтобы нашу газету читали не просто люди поколения 50+, но и хотим привлечь и молодых людей, расширять. Гвоздевым материалом этого номера является у нас о без вести пропавших в Великой Отечественной войне. Да. Мы встречались с Михаилом Валерьевичем Черепановым. Он нам рассказал то, что в Татарстане без вести пропали в этой страшной войне около 173 тысяч татарстанцев. Из них на сегодняшний день найдено 12 тысяч. А по словам Михаила Валерьевича, можно найти каждого пятого. Но была страшная война. Да, и так получилось, что из войны не вернулось очень много солдат. И самое печальное здесь – это отношение, можно сказать, если вот правильно выразиться, государства вот к семьям, которые потеряли таких же своих самых близких сыновей, отцов, братьев. Да. И в День Победы чествуют у нас погибших героев. Но как оказалось, что даже среди без вести пропавших очень много героев. Посмертно они награждены медалями, орденами. Есть такие. Просто сегодня из архивных источников всплывает такая информация. И вот наш краевед Александр Семенович Никонов, который тоже вплотную работает с Михаилом Валерьевичем, он нашел семью, где дочка еще до сих пор жива, и они готовятся к вручению медалей, вот, который был отец посмертно награжден медалью за отвагу. И ближе ко Дню Победы они уже хотят вручить эту медаль. И еще есть такая информация, что
в селе Урмандеево Аксубаевского района, Савгачева, без вести пропавших не осталось. Нашли всех 300 потерявшихся без вести. Да, вот это у нас основной материал будет в газете. Интересно. И следующий материал у нас тоже также краеведа Василия Цифаркина. Он изучает топонимы, похожие, например, в Чувашской республике, в Ибресинском районе есть поселок Буинск. Так. И в Урмарском районе тоже есть сельское поселение Буинск. И в Татарстане у нас есть Буинск. Он проводит параллели. И в своих исследованиях он опирается на работу таких известных тоже краеведов, ученых, историков, например, Пряникова, Золотницкого. И он говорит то, что когда племена переселялись, осваивали новые земли и территории, они уже вновь образованные свои поселения называли же старым своим названием, потому что для них это привычно, это дорого. Да. Вот. Второй материал у нас основной вот именно про это, про краеведческое исследование. Очень много интересного, полезного, и каждый найдет что-то для себя. Спасибо большое, что пришли к нам, рассказали, нам так интересно. И до новых встреч в нашей программе. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну а мы продолжаем. И теперь завершение предсказаний астрологов. Ассоль. Весы, старайтесь больше слушать других и говорить как можно меньше сами. Подумайте дважды, прежде чем делиться любой, даже самой невинной информацией. Особенно важно не откровенничать с людьми малознакомыми и случайными. Все, что вы им скажете, может быть использовано против вас. Да. Сегодня скорпионы могут получить самый дорогой подарок в своей жизни. Он может поступить как от малознакомого человека, так и от близких людей. Главное, не забудьте поблагодарить за это. Хорошие дела вознаграждаемы. Стрельцы, если у вас сегодня что-то не получается, не стоит расстраиваться. Просто отложите это дело до завтра, а сегодня займитесь чем-то иным. Возможно, вас вдохновит хорошая музыка. Даже не сомневайся. Козероги, вам будет сопутствовать успех во всех делах. День порадует и приятно удивит. Возможно, неожиданное совпадение, стечение обстоятельств, которые используете вы в своих интересах. Но сегодня вам важно беречь силы. Переутомление сейчас нежелательно. Водолеям день сулит разные приключения, судьбоносные и неожиданные повороты в жизни. А также есть большая вероятность завести новые приятные знакомства. Вечер следует провести с любимыми и дорогими людьми, что поможет наладить отношения с семьей. Сегодня рыбам нужно постараться приблизиться к своей мечте. Все говорит о том, что вы скоро можете оказаться в новом просторном кабинете на новой должности. Так что не упустите этот подарок судьбы. Самое время начать налаживать хороший и дружелюбный контакт с начальством, ведь именно оно и станет той движущей силой, которая приведет вас к заветному повышению. На этом наша программа завершается, а вот о чем мы поговорим с вами завтра. Улицы памяти. Узнаем историю улицы Соловецких-Юнг. А также готовим быстро и просто. Ну что, и завершается наш эфир. Да, неделя, еще целая половина впереди. Мы желаем вам отличного настроения, прекрасного дня и, конечно же, здоровья. Рустем Каримуллин. Ассоль Мухамедянова. Мы вас любим. Пока. Всем пока.